Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана назначил директора телеканала «Аркадак», главного редактора газеты «Аркадак» Хакима Этрапа Горджоу города Аркадак, произвел ротацию в судебной системе, принял кадровые решения в системе органов прокуратуры и другие новости. В понедельник президент Туркменистана подписал ряд документов. Согласно указам главы государства Хакимом Этрапом Горджоу города Аркадак назначен Атаджан Мелкыев, главным редактором газеты «Аркадак» Гуванч Мамиев, директором телеканала «Аркадак» Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Тальван Кабаев. Кроме того, кадровые решения были приняты в системе органов прокуратуры Туркменистана. В частности, младший советник юстиции Аланазар Ниязлыев был освобожден от должности прокурора Марийского вилаята, а также произведена ротация в судебной системе. В соответствии со статьями 43, 54, 56, 72 и 83 Закона Туркменистана о суде, глава государства подписал указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных чинов. Сегодня в Ашхабаде открылась выставка торгового комплекса Туркменистана. Свою продукцию здесь демонстрируют ведущие местные производители продуктов питания, товаров народного потребления, промышленных изделий, ковров и текстиля. Президент Сердар Бердымухамедов в обращении к участникам выставки подчеркнул, что сегодня продукция с брендом «Произведено в Туркменистане» пользуется высоким спросом на мировых рынках и является подтверждением неуклонно возрастающих экспортных возможностей страны. В Ашхабаде побит рекорд самого теплого марта за всю историю наблюдений за погодой в городе с 1891 года. В марте 2023 года средняя температура составила 17,4 градуса по Цельсию, что на 0,1 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 2008 году. В Лебабском вилаяте запущена программа «Лебаб Handmade Exports», в ходе которой 20 представителей региона получат возможность перенять опыт профессионалов в области дизайна продукции, цифрового маркетинга и фотографирования. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует посетить Ашхабад для участия в церемонии открытия постоянного представительства государства Израиль в Туркменистане. Визит Коэна в столицу Туркменистана состоится 20 апреля. Отметим, что в течение 10 лет посольство Израиля в Ашхабаде имело временную структуру, которая теперь станет постоянной дипломатической миссией. Самокаты исчезнут с улиц Парижа к сентябрю 2023 года. На прошедшем воскресенье референдуме против них высказались 90% горожан. Комментируя итоги, мэр французской столицы Ан Идальго заявила, что поддержит мнение парижских избирателей, и самокаты будут постепенно убирать с улиц до 31 августа. Сейчас в столице Франции насчитывается около 15 тысяч самокатов. По словам градоначальника, будущий запрет не будет касаться личных транспортных средств. Их можно будет покупать и использовать без ограничений. С 1 марта 2023 года возобновится паромное сообщение по маршруту Трабзон-Сочи после 9-летнего перерыва. Паром, рассчитанный на 300 человек, также будет вмещать 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для сыпучих грузов. Расстояние по прямой через Черное море между городами составляет 288 километров. Сборная Туркменистана по вольной и греко-римской борьбе примет участие в чемпионате Азии. Турнир пройдет в Астане с 7 по 14 апреля. В программе соревнований розыгрыш медалей в 10 весовых категориях в греко-римской, вольной и женской борьбе. В чемпионате Азии по борьбе в Казахстане примут участие спортсмены из более чем 20 стран. Александр Крестинин покинул должность главного тренера сборной Киргизстана по футболу. Решение было принято по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба Киргизского футбольного союза. Александр Крестинин являлся главным тренером национальной сборной Киргизстана с 2014 года. Под его руководством в 2019 году национальная сборная Киргизстана впервые в своей истории получила путевку на Кубок Азии в ОАЭ, дойдя до 1/8 финала турнира. Сборная Киргизстана также вместе с Крестининым получила вторую путевку на Кубок Азии в 2023 году, преодолев отборочный турнир в июне 2022 года. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.